Семимесячная Даша – самый маленький гость на открытии первенства России по альпинизму в скальном классе. Родители девочки давно связали свою жизнь с альпинизмом и являются мастерами спорта. Теперь в планах у родителей с раннего детства привить своему ребенку интерес к этому виду спорта. Пока маленькая Даша смотрит на могучие горы на руках мамы, но кто знает, возможно, в будущем она станет известной покорительницей вершин. Республика нам очень понравилась. Здесь очень красиво. Горы, само впечатление положительное вызывает. С приветственных слов заместителя председателя правительства Ингушетии Маки Аушевой и министра по физической культуре и спорту республики Дауда Алхазурова стартуют соревнования по одному из самых сложных видов спорта в мире. Я сердечно поздравляю всех участников с третьим чемпионатом России по альпинизму у нас в республике, приуроченным к 25-летию Ингушетии. Всем удачи, успехов! В республике создаются условия для развития альпинизма. Здесь же, на этом месте у нас будет создана школа альпинизма, чтобы в дальнейшем наши ребята смогли участвовать вот на таких крупных соревнованиях. Это уже третье соревнование по альпинизму за последние несколько месяцев. Учитывая опыт прошедшего чемпионата, ошибок в организации состязаний быть не должно. Официальное открытие первенства продолжилось выступлениями солистов ингушской эстрады. Услышав ритм зажигательной лезгинки, даже самые сдержанные альпинисты не могут устоять и бросаются в пляс. Краснодар, Севастополь, Москва, Томск – лучшие юные альпинисты со всей страны съехались в горную Ингушетию на первенство России по альпинизму в скальном классе. Если прошедшие турниры собрали под своей эгидой и опытных спортсменов, и новичков, то на этот раз в состязаниях участвуют лучшие среди молодых альпинистов. Это 30 команд, и покорять вершину они будут в течение 6 дней. Приехал первый раз, район... таких районов в Крыму вообще нет. Он опасен. Мы сегодня утром ходили лазать, камней 5 упало, и прям рядом, и больших, очень страшно. Юниоры и юниорки в связке по 2 человека совершают восхождение по отдельности. Город Краснодар представляют на турнире несколько женских команд. Альпинизм – очень опасный вид спорта и не прощает ошибок. Именно поэтому необходима подстраховка товарища. Для Ксении и Анны первенство России по альпинизму станет первым совместным турниром. За очень короткий промежуток времени под руководством своего тренера девушки успели подготовиться и теперь настраивают себя только на первое место. Когда нам сказали, что мы едем на соревнования, мы решили участить наши тренировки. Каждый день мы приходили, занимались. У нас свой скалодром, мы лазили, отрабатывали как и работу с веревками, так и само лазание. Но по приезду сюда, тут скалы, конечно, немножко другой формат. Рельеф специфичный. Прошлый чемпионат был в Крыму, там попроще. Здесь сложнее, интереснее рельеф, но все равно мы тренируемся, все хорошо. Также на первенстве России по альпинизму выступает и команда из Ингушетии. Анзор Мурзабеков увлекся альпинизмом совсем недавно, но этого времени ему хватило, чтобы полюбить один из самых опасных видов спорта. Как признается спортсмен, представлять республику на таком большом турнире для него большая честь. Я 2 года так сначала поинтересовался, что как, а потом узнал, нормально все. Сам начал участвовать. Сначала было трудно, а так потом все нормально. За очень короткий промежуток времени организаторы турнира создали для участников всевозможные условия, чтобы спортсмены могли комфортно проводить отдых между перерывами. Условия и подход к работе, соответственно, у нас более требовательные, и тут и медицина, и безопасность, и питание, и персонал обслуживающий. Предыдущие чемпионаты в техническом и скальном классе показали, что руководство республики проявляет большое внимание подготовке и развитию этого вида спорта. По словам министра по физической культуре и спорту региона Дауда Алхазурова, в республике имеются идеальные условия для проведения подобных соревнований. Нам очень приятно видеть этих молодых людей, которые приехали с удовольствием в нашу замечательную республику, чтобы они воочию увидели всю красоту нашей республики. А развивать это направление, конечно, мы будем. Но это очень важное событие тем, что
у нас горная республика, горный край. И то, что в нашей республике сейчас на подъеме альпинизм, то, что мы провели 2 чемпионата России и сейчас проводим 3, а 8 июля у нас намечается скайранинг. Скайранинг – это новый вид спорта, забег в гору на нашу знаменитую Столовую гору. Ну и каждое соревнование – это пропагандирование нашего горного края, это приток новых, значит, сил спортсменов. Официальное открытие позади, маршруты проложены, альпинисты готовы. Будем следить за тем, как участники соревнований покоряют скальный массив Кав-Доломит. Залина Могушкова, Исмаил Гатагажев, Ахмед Парчиев, Новости 24.